Далее смотрите брифинг о работе по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из республики. Оперативный штаб Республики Саха-Якутия продолжает работу по обеспечению участников специальной военной операции дополнительным оснащением, снаряжением и техникой. Территориальные опорные пункты регулярно передают нашим бойцам на передовой дополнительное оснащение и снаряжение. На сегодня на базе в Нижнем Бестяхе готовы к отправке 3 единицы техники и 1,5 тонны адресных посылок. Сбор и формирование грузов от предприятий, организаций и жителей республики продолжается в непрерывном режиме. Все запланированные рейсы с автотранспортом и гуманитарной помощью отправятся сразу после открытия речной переправы через Лену. Мероприятия по поддержке наших военнослужащих остаются на особом контроле и будут продолжены в полном объеме. Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Добрый вечер. Коротко о темах. Пострадавшие при крушении самолета Ан-2 в Тампонском районе доставлены в Центральную районную больницу вскоре после происшествия. Пик половодья ожидается в Намском районе на участке Тумул-Сыгынах. Озвучим последние данные. В Амге станция юных натуралистов ежегодно проводит ярмарку продажу рассады овощных и цветочно-декоративных культур. Пострадавшие при крушении самолета Ан-2 в Тампонском районе в 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ были доставлены в Тампонскую центральную больницу после происшествия. После поступления пациентов осмотрели врачи приемного отделения, травматологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи. Медики провели необходимую диагностику, включая обследование на наличие травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших доставлен в Республиканский центр медицины катастроф, в ожоговый центр утром 20 мая на дальнейшее лечение. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое. На место происшествия выехали 2 бригады Тампонской центральной районной больницы, реанимационная и хирургическая. Всего 8 человек осмотрены врачами на месте. Один мужчина с термическими ожогами направлен на госпитализацию в Тампонскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Угрозы жизни на момент осмотра нет. После проведения телемедицинской консультации в соответствии с порядками принято решение о переводе. 3 пострадавшим оказана необходимая помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Дальнейшее лечение будет оказываться амбулаторно. Остальным пассажирам самолета медицинская помощь не потребовалась. В Намском Улусе сохраняется режим ЧС. Паводковая обстановка на территории района остается напряженной. Идет густой ледоход. Тем временем в селе Едя идет спад воды. Как отметил глава села Хаты Нарынского наслега Иван Наговицын, паводковая обстановка в селе находится под контролем. Наиболее напряженная ситуация в селах Мадут и Арбын. В селе Арбын потоплены 3 дворовые территории. Организовано круглосуточное дежурство. В район прибыла бригада спасателей МЧС из Хабаровского края для помощи населению в период паводка. Спасателей разделили на 2 группы – в село Столбы и в Графский берег. Силы и средства МЧС будут работать до стабилизации паводковой обстановки. Проводились профилактические мероприятия, оказание адресной помощи населению, укрепление защитной дамбы, ночное патрулирование, ну и оказание помощи местному населению, снятием баржи с берега на воду. В Якутии официально обновили потолок цен на паромную переправу Якутск-Нижний Бестях. Госкомцен республики утвердил предельные тарифы. Для легковушек ставки зависят от длины кузова. Маленькая машина до 4 метров обойдется максимум в 1390 рублей. Мотоциклы 380 рублей, автобусы от 2800 до 5000 рублей в зависимости от размера. А вот стоимость пассажиров тарификации не подлежит. Ее перевозчики определяют сами. Технологии будущего на труднодоступных территориях Якутии. Федеральный оператор РТКом провел роуд-шоу, посвященный 15-летию компании. Главной темой обсуждения стало будущее спутниковых технологий. Подробности в следующем сюжете. Оставаться на связи там, где нет проводных и мобильных сетей, можно, если есть спутниковый интернет. В Якутии, где огромные расстояния и суровый климат остаются основными преградами для традиционных телекоммуникаций, на помощь приходит оператор РТКом. На протяжении 15 лет федеральный оператор предоставляет спутниковую связь людям, бизнесу, госучреждениям в городах, селах и на труднодоступных территориях региона. 12 спутниковых аппаратов и в КЮ-диапазонах
мы обеспечиваем широкую и высокую пропускную способность, а также бесперебойность наших услуг на территории всей нашей страны. Это и на суше, и в горах, и в открытом море. Сегодня спутниковым интернетом федерального оператора РТКом пользуются абоненты из 336 населенных пунктов Якутии. К спутниковым каналам оператора подключены точки доступа к интернету и базовые станции в 55 поселениях региона. Благодаря передовым технологиям компании доступ в сеть есть у пользователей в местах добычи полезных ископаемых, малых аэропортах, на территории арктической зоны республики. Спутниковую связь как основной и резервные каналы телекоммуникаций используют сотни образовательных, медицинских учреждений, социально значимых объектов региона. К компании РТКом подключено очень большое количество Wi-Fi точек доступа через спутниковые каналы связи, базовые станции сотовых операторов связи, а также медучреждения, северные аэропорты. Кроме этого, с 2023 года РТКом в партнерстве с российскими компаниями разрабатывает и производит спутниковые антенны, передатчики и модемы. В рамках этого направления жители 8 якутских сел уже пользуются услугами связи через базовые станции, подключенные к спутниковым каналам с помощью отечественного оборудования. Николай Коровин, Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске обсудили историческое наследие Иркутско-Якутского почтового тракта. Участники отметили, что тракт на протяжении столетий оставался главной транспортной магистралью, связывавшей Якутию с центральной частью России. По нему доставляли государственную почту, перевозили грузы, следовали торговые обозы, чиновники и исследовательские экспедиции. По мнению участников дискуссии, сегодня история Иркутско-Якутского тракта представляет интерес не только для исследователей, но и для развития образовательных и туристических проектов. Сохранение памяти о старинном почтовом пути рассматривается как часть работы по укреплению исторического наследия республики. Мой предок Прокопий Филиппов приехал 25-летним молодым мужчиной, женой, сыном и основал Ой-Муранскую почтовую станцию. Он родил еще 11 сыновей. И вот Филипповы, которые живут в Якутии, наверное, все потомки вот этого, можно сказать, великого человека, сильного человека, который через всю Россию прошел по Сибирскому тракту до Иркутска, а потом приехал в Якутию. Более 20 уникальных объектов было обнаружено в ходе подводной исследовательской экспедиции акватории реки Индигирка Махтал-Моз-2. Команде из 6 человек под руководством инструктора Всемирной конференции подводной деятельности Романа Бобошко предстояло обследовать территорию возле поселка Чукурдах на площади в более чем 550 тысяч квадратных метров. И если работы по обследованию дна Индигирки проводились с 18 апреля по 13 мая, то подготовка к погружениям длилась почти 3 месяца. За это время было совершено более 140 погружений. Дайверами на берег были подняты голова древнего бизона, кости и фрагменты бивня, а также зубов мамонта. Осенью этого года 100 лет исполняется выдающемуся государственному деятелю Якутии, первому заместителю председателя Совета министров ЯССР Степану Николаевичу Платонову. К этой знаменательной дате в Якутске прошел круглый стол. Степан Платонов внес вклад в развитие республики, экономики и лесного хозяйства. В рамках мероприятия выслушали и собрали предложения об увековечении светлого имени Платонова и проведении мероприятий к его юбилею. Он очень любил республику нашу и всегда мечтал, чтобы наша республика стала богатой, красивой, культурной. И самое, что главное сейчас, вот я очень благодарна правительству нашей республики в том, что, несмотря на то, что больше 50 лет как нету человека, он трагически погиб, память о нем светлая до сих пор сохраняется. Это очень приятно, и за это мы очень благодарны. В Амге станция юных натуралистов ежегодно проводит ярмарку-продажу рассады овощных и цветочно-декоративных культур. В этом году продавать рассаду начали с 15 мая. Из овощей можно купить помидоры, огурцы, перцы, тыкву, баклажаны, кабачки и многое другое. Еще на станции можно купить цветы-многолетники, георгины и флоксы. Также есть огромный выбор однолетних цветочных культур – бархатцы, петунии, которые украсят цветники. Их стоимость начинается от 60 рублей. Но уже радует глаз рассада земляники и клубники для грядок и теплиц.
У нас работает 3 отдела. Цветоводство, они сажают вот однолетние цветы. Еще отдел овощеводства, тоже сажает вот, овощные культуры, и отдел экологии. И там мы сажаем многолетние декоративные кустарники, плодово-ягодные кустарники. А саженцы многолетние мы вот планируем продавать в конце мая. Для населения мы приготовили саженцы малины садовой, черную смородину и яблони. В преддверии Дня Асохая состоялся круглый стол по сохранению и развитию традиционного кругового танца народа саха. Специалисты обсудили эффективность мер, которые уже действуют в республике. Это, например, конкурс «Запевал священный круг». Соревнования помогают привлечь внимание молодежи к родной культуре. Участие в конкурсе могут принять якутяне от 18 до 35 лет. 25 мая победителей наградят на площади республики. Там же запевалы присоединятся к массовому Асохаю. Чтобы поддержать нашу молодежь, привлекать все население по районам, да, вот эти созданы при районном центре, районных центрах Сунтарского, Тачинского, Усялданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Верхневилюйского районов, да, созданы творческие мастерские. Именно это именитые запевала Асохай, они за год проводят очень много мастер-классов. Во Владивостоке в стенах Дальневосточного федерального университета прошли показы якутского кино. Серию кинопоказов организовали якутская студенческая организация «Кискил» и студенческое киносообщество «После титров». Студентам были продемонстрированы известные якутские фильмы «Надо мною солнце не садится», «Там, где танцуют стерхи» и «Не хороните меня без Ивана». После просмотра состоялось обсуждение фильма, в ходе которого зрители высоко оценили художественный почерк режиссеров и их уникальное восприятие мира через призму культуры народа. Режиссера Михаила Лукачевского. Я очень рада, что я смогла узнать о якутской культуре именно из первых уст, потому что фильм, с кем мы его смотрели, в общем-то, ребята из Якутии, вот, очень много узнала о каких-то мелочах, связанных с повседневностью якутской жизни, о гостеприимстве. Мы смотрели фильм «Не хороните меня без Ивана». После просмотра фильма у меня остались очень теплые и приятные чувства. Также у меня появилось желание больше познакомиться с якутской культурой. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.